очень интересный момент. Мы все вышли из Советского Союза или начала постсоветского государства, и всегда и всюду было так, что все время его учили, но, как оказалось, дальше не пошло. Еще с советских времен английский язык был чуть ли не с 3-го класса. И потом он был в институте, и было все постоянно так. И когда мы уже пришли в независимую Россию, была основная задача сменить это направление и, соответственно, сделать следующим образом. Чтобы английский стал применим, чтобы английский стал социальным, чтобы дети в школах могли его применять так же, как те носители языка, к которым мы так стремимся в изучении иностранного языка. Но, к сожалению, этого нет. Почему этого нет? Этого нет по многим причинам. И вот то, что я сказал ранее, это все направление, которое дает само государство, когда просит издать какой-то учебник. И когда я, как преподаватель английского языка, начинаю открывать книги, меня это просто поражает. Что именно? Мы берем учебник английского языка за 2 класс. Это средний класс, с которого начинают английский. Где-то с 1-го, где-то с 3-го, но в среднем все со 2-го класса начинают. Открываем этот учебник. Что мы видим? Первые самые слова на протяжении 20 с лишним страниц, и это учебник Spotlight, все его прекрасно знают. Следующие. Дымоход, булавка, яхта, потом есть слово zip, которое даже в русском языке оно появилось, это застежка, молния. И когда я вижу, как педагог, эти слова, я, мягко говоря, удивлен, что может сделать ребенок с этими словами и как это социализирует его на иностранном языке. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что почти все учебники английского языка так или иначе стали хуже. Основной проблемой советских английских учебников было то, что там были фундаментальные знания, которые на практике были малоприменимы. Сейчас же этих фундаментальных знаний нет, а что интересно, в ГОС даже так и пишет, что не нужно пичкать фундаментальными знаниями, а дать возможность детям получать самообразование на английском языке. Хорошо, мы их теперь не пичкаем. Но если вы берете опять тот же самый учебник, до середины практически учебника, то есть сам учебник на год состоит там порядка из 60 страниц. Так вот, до 40, даже больше, чем половины страниц, это те слова, которые я уже сказал, плюс алфавит, плюс семья, причем мама, папа, и по большому счету все. То есть ребенок на протяжении половины учебного года, большей ее части, не проходит ничего практически, что он может применить. Вы можете возразить, так они же отвечают, они же поют песни. Да, это один из последних трендов английского языка. На что у меня есть довольно конкретный ответ. В основном песни на английском языке нужны это мое убеждение, для того, чтобы на открытых уроках было что показать. Как бы это ни звучало, но это мое убеждение, потому что, к сожалению, и большая часть родителей, и в целом сама система построена так, что у нас есть до сих пор вот это открытые уроки советского типа, когда они выглядят как утренники. Так вот, на этих утренниках эти песни и нужны. Но если копнуть глубже и спросить ребенка, что он пел, какие слова там были, к сожалению, большинство из них ничего не знают. Сами спросите себя, даже поколение помоложе. Что из того, что вы проходили, уже применимо? Уже применимо в повседневной жизни. Но согласитесь, слова такие как наперстки или дымоход, не самые популярные слова, которые можно использовать. Более того, приведу один классический пример, который в этом смысле мы очень похожи на Китай. Была такая история, что китайская семья с ребенком 7 или 8 лет, они были в Америке, попадают они в аварию, машину там зажимают, и сотрудник полиции, вытаскивая ребенка, чтобы успокоить психологически, задает ему простой вопрос, который все, я уверен, слышали. Он говорит:
how are you? Как у тебя дела? Подумайте на секунду, что пришло вам в голову. I'm fine, thank you, and you. И это ровно то, что говорит ребенок. То есть, к чему этот пример я привел? Что мы учим английский через зубрежку. Мы не можем его применять, более того, обвинять в этом детей тоже нельзя, потому что, к сожалению, большинство преподавателей этого сделать тоже не могут. Они не понимают последовательность тем, они не понимают, почему эти темы в таком порядке, а те, кто понимают, сделать с этим ничего не могут, потому что они встроены в систему образования. И что с этим делать, это большой вопрос. Но у меня есть на него ответ, и уже в следующем видео я расскажу о каждом учебнике, который мы используем в школах. Их не так много, но они того стоят.